Дорогие друзья, вот сегодня я нахожусь в царстве красивых украшений. Посмотрите, какая красота, невероятная, неописуемая. Это ласточки, вот такая цепочка в виде вот, знаете, огромного количества ласточек, целая стая. Вот здесь вот сплелась. И вот такие красивые украшения изготавливает небольшой бренд якутский, очень молодой. Но, впрочем, мне сейчас все расскажет хозяйка этого бренда. Зовут нашу гостью, вернее, мы у нее в гостях. Это Евгения Борисова. Она художник, очень творческий человек. Мы узнаем, как зародилась идея создать вот такой вот бренд, который изготавливает прекрасные ювелирные украшения из серебра. Евгения, здравствуйте. Да, здравствуйте, Юлия. Расскажите, пожалуйста, о своем бренде. Очень красивые украшения. Спасибо. Начну с того, что я выросла в такой творческой семье. У меня мама художник, папа актер. Детство мое прошло в городе Нерюнгри. Собственно, там я и закончила школу. Потом поступила в Санкт-Петербург. И там я училась в университете технологии и дизайна на факультете ДПИ, декоративно-прикладное искусство. И, собственно, вот любовь к ювелирному искусству у меня возникла как раз со студенчества. Вот, когда настало время выбора темы диплома, я выбрала ювелирное искусство и сделала вот колье из серебра алукмас в современной интерпретации. Вот. И с тех пор как-то вот интерес к ювелирному делу не угас, а только возрастал. И до сих пор занимаюсь этим. Евгения, насколько сегодня этностиль такой вот, востребован, он там модный сейчас, или вы, наоборот, хотите сделать это направление очень модным? Но здесь скорее зависит также и, возможно, откуда я родом, да, потому что Якутия это такое, место, не всем известно, так скажем. Мне бы хотелось продвигать вот якутскую культуру на мировой уровень, чтобы люди знали о нашей земле, вот, родном крае, традициях, культуре и так далее. Скажите, пожалуйста, вот здесь вот ярко тому подтверждение, вот здесь очень красивые украшения. Это серьга или это мини-браслет, или что это? Вот эта коллекция называется Аитына. Мы эту коллекцию создали в коллаборации с энергопрактиком Айгуна Нурал, вот в Якутии. Коллекция называется Аитына. Она посвящена вот 9 небесам и 12 божествам, которые живут на небе. То есть каждый вот этот символ имеет свое сакральное значение. В каждом небе, в каждом ярусе обитает свое божество. На самом деле эта коллекция о том, что важно как жить синхронно с природой, как важно беречь ее, чтобы человек в конечном итоге вел правильное направление жизни, чтобы ему легче было жить. Ну и вообще, чтобы человек жил в гармонии. Да, в гармонии с собой и с природой. Ну, вот так вот мы, якуты, верим в то, что, да, когда ты живешь в гармонии с природой, то у тебя все должно получиться так, как надо, как хочешь ты. Но в то же время ты не должен вмешиваться в мир природы очень сильно. Вы за все это время сколько создали коллекций уже? У вас молодой бренд, но достаточно успешно вы стартовали. Но смотрите, всего коллекций, таких полноценных, целостных 3. Да, вот первая коллекция называется «Геометрия», вторая вот «Аитына», и третья коллекция, вот, на котором я бы хотела больше всего акцентировать, это называется «Северные тотемы», которая была создана в коллаборации с фестивалем Олонхо-фест. Вот, собственно, она посвящена тотемным животным. Считается то, что у каждого человека есть свое тотемное животное. И при взаимодействии с ним человек лучше раскрывается. Да, лучше раскрывается, усиливает какие-то свои определенные качества. Да, там. Также считается, что тотемное животное, она помогает человеку, то есть она оберегает его, защищает и дает удачу.
Ой, смотрите, какая чудесная красота. Вот здесь вот, это лисичка, да? Да, Вот это вот э, серьги. серьги, лисички, волки. Ага. Есть также ну, вот, лошадь, медведь, орел, Ага. олень. Ну вот если вы в себе почувствовали лису, вот, тогда серьги это ваши. Ну а если вы хотите быть таким сильным, выносливым, мужественным, как волк, да, Да. то вот, ну это к девушкам относится. Но вообще образ Волк. волка, он Мгм. широко представлен в шаманстве. Вот. И волки это все-таки верность, да, прежде всего. Да, верность, это вот об этом. целеустремленность. Ага. Он широко представлен в шаманстве. Вот, И поэтому вы и, обратили внимание на этого волка. Очень красиво. И это, кстати, сейчас оно как-то эхом отдается, имеется в виду, вы как-то подхватили вообще мировую тенденцию, да? То есть вот это минимализм, геометрия какая-то должна быть, да? Считается же, все в нашей жизни сплошная математика. Да, вот посмотрите, Поэтому здесь тоже такой можно... перстень очень интересный. Тут нет камней, и вокруг просто камешки, да? Но в центре нет камня. Да, Но здесь тоже какой-то смысл у этого зимнее кольца. солнце называется. Ну, это действительно солнце. Ну, очень красиво, потрясающе. Ну, если присмотреться, везде можно проследить, вот как раз-таки вы правильно заметили геометрию, такие острые углы, четкие линии. Это и определяет какую-то целостность коллекции, ну и свой стиль. То есть они немножко повторяются. Вот если, допустим, вот подвеска у вас большая, да, в виде орла. Орел же это, да? Да, это орел. Орел это вообще священная птица для якутов. Если увидеть танец орла и вообще орел над тобой пролетит, это вообще, ну, прям мы так радуемся, что это удача, да, будет да. сопутствовать. Это какое-то дело очень большое будет сдвинуто с мертвой точки, скажем, или наоборот, что оно близится к завершению с успехом. То есть это очень крутой такой знак. И вот этот орел можно приобрести у вас и такой миниатюрный, да? Да, ну, Небольшой. так как мы экспериментируем Подвески. с разными размерами, тоже как бы находим. А вот идеальную интересная такая вот штучка. Это что вот, чтобы в ушах как-то или Это, что это за? это моносерьга. А как ее носить-то? Айсикл Можете называется, показать? лед. Мгм. Вот она идет как кап, ну, то есть его Так. вставляет в отверстие. Давайте я вам продемонстрирую. Сейчас сниму другие Ой, тоже. так интересно. Ну, тут один крючочек всего. Как же он будет держаться-то? Он прекрасно держится одном крючочке. как каф сверху. Да? Да. А, ну, допустим, волосами там как-то вот вдруг потеряешь где-нибудь. Вот такого. А, вот как. Боже, это какая невидимка, да? Как вот, как в волосах невидимка, только в ушах. Боже мой, как красиво. Очень красиво, согласитесь. Я бы никогда не додумалась, что именно вот так вот носится это. Как вы сказали, серьга Ну, называется? моносерьга, каф. Каф, да? Ну, теперь вот словарь мой пополнился. Дорогие друзья, ну когда рождается идея создать то или иное украшение, это приходит в голову идея, фантазия именно дизайнеру. Да, конечно. Вообще да. весь процесс, как создание, допустим, вот этих вот сережек, как он идет, весь процесс? Расскажите, да, пожалуйста, вот с чего смотрите, вот, мысль родилась? сначала идет, конечно же, вдохновение, как же без него. Лично меня вдохновляет природа, например, люди, с которыми я контактирую, и, конечно же, локация, да, в которой нахожусь на данный момент. Вот эти коллекции были созданы именно в Якутии. От идеи до создания мы с вами можем сегодня показать вот на примере подвески «Волк». Ну вот, допустим, мы придумали дизайн, да, как он будет выглядеть. Далее вот это вот рисунок делает 3D-дизайнер. То есть мы уже используем современные технологии, чтобы, во-первых, тиражировать изделия, ну и Убыстрить да, процесс убыстрить каким-то процесс. образом, да? Ведь раньше, кстати, у якутов всем этим делом занимались кузнецы. Это очень уважаемые люди, которые вообще в обществе, они занимали очень высокое положение в якутском издревле. И действительно, потому что они создавали красоту, они создавали
красоту и для женщин, которая страшная сила, да, и для мужчин оружие. То есть Да, это отдельная тематика, национальное да. украшение. Ага. Это и национальные украшения женские якутские, это просто огромная такая область, о чем можно говорить бесконечно. Это начиная и от сережек, да, нагрудных украшений. украшения для головы, как называется? Бастыга. Бастыга, да. Это очень-очень много об этом можно говорить, но мы сейчас будем заниматься именно созданием, вернее, нам покажет процесс создания украшения современного, да? Угу. Тоже, ну, с отсылкой к Якутии, Ага. так скажем, но уже современное изделие. Вот. После того, Вот как мы эти- придумали дизайн, для тиражирования используются вот такие специальные формы силиконовые. Угу. Мы сейчас, кстати, можем показать, Попробовать. да, попробовать сделать, залить восковку. Восковка Мгм. называется. То есть вначале вот это украшение будет не серебряным, а восковым. Да. То есть это формочка специальная, она между идет от идеи до именно создания уже самого вот этого серебряного изделия. Ну что, попробуем, да? Да, можем пройти Да, вот да. сюда. До того момента, как серебряное изделие вы увидите в магазине, оно пройдет цикл подготовки, цикл изготовления этого изделия. После того, как дизайнер поработает над своей мыслью, отточит, уже перенесет на бумагу, эта бумага перейдет в компьютер, в программу, а затем приступает уже к своей работе ювелир, непосредственно мастер, и выливает в специальных формочках воск. Вот посмотрите, здесь в коробочках очень много, но, видимо, вот эта вот деталь, это уже идет к сережкам, наверное, это будущие серьги. Это вот так вот, в таком виде, видимо, будут. Ну, это одна из деталей. Здесь еще очень много коробочек, посмотрите-ка. Вот здесь вот тоже, это вот сардана, видимо, вот напоминает мне якутский цветок наш, лилия. Это тоже, видимо, деталь какого-то будущего красивого изделия. И здесь много вот в этих коробочках уже наготовлено заготовочек, из которых будут потом в серебре выливаться вот точно такие же заготовки, которые потом будут соединяться в одно какое-то очень красивое изделие. Это Да? как раз Все птица у верно? нас, да, Мгм. колье. Значит, мы садимся за станок. Да, вот, чтобы мы смогли залить непосредственно воск в резину. И на примере я вам покажу, как это делается. Так, мы примерно ставим тут давление, да, проверяем. А как называется это устройство? Воскозаливатель? Восковик. Так и называется, да. Мгм. И пробуем, да. То есть у ювелиров это восковик. Ну, буквально тут несколько секунд. Процесс Так, идет. Да, Уже смотрим. окончен. Вот видите? Получилось. И он залил. Да. Да. Нужно вот. немножко подождать, ну, Мгм. пока Чтоб остынет. застыл, да. И вот наша подвеска уже готова. То есть это вот наша заготовочка такая, да? А потом она уже будет выливаться именно, окунаться в серебро или как? Нет, далее есть ну вот, ювелирное слово, как елочка, да, называется. Мгм. То есть на Ну, одной подставке? Да, для тиражирования мы делаем много вот таких вот заготовок Мгм. и нанизываем на специальную вот, Подставку такую, да? на На специальную одну. подставку, чтобы тиражировать, собственно, изделия. А вот это называется литейник. Мы потом То есть будем вот уже это заливать елочку гипсом. собираем, да? Да. А какой высоты может быть елочка? Ну, по высоте вот этой формы специальной, то есть они бывают формат, тоже да. разные, это зависит от Она такая размера, из железа, да, да. по-моему, чем-то покрыта? от размера Она, печи даже. да, зависит и так она далее. выдерживает температуру достаточно такую, высокую очень, да, видимо? Ну, там 1000 градусов. После того, как мы сделали елочку, мы заливаем это гипсом, и это все отправляется в специальное устройство, называется литье, да, мы сюда ставим на определенное время, тут тоже все зависит от оборудования, делаем настройки, дальше это все выплавляется.
А чем заливается? Гипсом. Гипсом, Да, так. специально есть гипс. Жидкий гипс Жидкий специально гипс. именно для ювелиров, да, для Да. ювелирного производства. Ну и потом эта форма... После того, как она вся застывает, Мгм. заливают металлом непосредственно. Мы делаем из серебра, поэтому туда заливается металл, воск весь тает, и уже в гипсе остается только серебро. А тут есть вот такая дырочка какая-то, куда он там вытекает? Ну, тут закрывается, Мгм. и это надо Да, увидеть. и оказывается, вот весь этот воск, он вытекает. Он вытекает, получается. да. А там, где гипс был, вот в этих слепках и получается Остается сам металл. сам металл. А это вот прям серебро-серебро? Это серебро, Или да. же, ну, как говорят, медь, а потом покрытая там немножко серебром? Нет? Ну, у каждого мастера, ну как, мы, например, делаем только из серебра на данный момент вот эти коллекции. Потому Мгм. что серебро тоже, ну, для якутов считается особым металлом. Ну и плюс он, ну, по себестоимости и так далее тоже Ну, нам выгоднее, да. выгоднее с серебром работать, да. Да. То есть можно еще работать ведь золотом, да? Золотом тоже можно делать. И золото мы изготавливаем под заказ. Например, определенные эксклюзивные изделия. После того, как мы достали из печи, нужно промыть изделие от гипса. Вот, промываем, и у нас остается предфинишная обработка, называется монтировка. Это, то есть, когда мастер убирает все лишние детали, Мгм. ну, то есть какие-то там шероховатости и так далее. То есть это называется монтировка. Мы тоже можем показать, как это Мгм. происходит, на каких инструментах. Скажите, Женя, а вот создание вот этой подвески, насколько вообще, ну, скажем так, по времени, сколько это занимает? Ну вот, скажем, от идеи до конечного продукта, если уже идея есть, то Мгм. примерно ну, день-два, потому что изделие должно застыть там в гипсе, пока это все. Такой Ага. процесс недолгий, ой, не быстрый, так скажем. Так, не быстрый. То Да. есть, чтобы создать... А сколько, допустим, елочек вы делаете? Это, ну, в день-два вот в эти? Ну, мы по-разному. На самом деле это же как зависит от От спроса, да, от видимо? спроса, да. Так как мы только начинаем, Мгм. это небольшие партии, очень лимитированные. То есть, То есть, да, это, не каждый кстати, день мы производим. очень, Да. это очень такая нужная информация, то, что вы сейчас сказали, потому что не хочется ходить, скажем так, вот у меня, вот я гляжу, вот Да, да, прошла там девушка в таких же сережках или там кто-то, вот лимитированные небольшие партии. И, кстати, ну это здорово очень. И еще, а вот что из этих коллекций, двух последних ваших, Больше всего больше пользуются. всего нравится людям? Но тут скорее как, опять-таки, от подачи, да, зависит и так далее. Но я бы сказала, это темы, скорее всего, более понятно, более близко для людей. Ну то Потому есть, что может она- быть, это и как-то свежо и ново, ну, во всяком случае, для нашего ювелирного рынка Якутии, ну, насколько я могу вот судить. Мгм. Просто это такой вот взгляд совершенно обывательский. Действительно, это ново, потому что не везде увидишь, допустим, серьги в виде какого-то животного. То это что-то новое. Поэтому людям, видимо, это нравится, и, видимо, все хотят, конечно же, приобрести себе такие серьги. А каких еще животных вы бы хотели Ну, воплотить? сейчас у нас в разработке, так скажем, сова будет. Я Мы тоже именно- про сову подумала. Да, мы именно хотим продвигать вот животные, которые есть на севере, Ага. так как ну, миссия нашей компании это продвижение якутской культуры, народов севера и так далее. Мгм. А вот И- северная тематика, там гагара будет? Можем сделать. Священная, Под заказ мы да. можем любое изделие сделать. Как здорово. Там чайка, например, да? Чайка, Мгм. ну вот эти вот, какие еще есть? А кольца есть вот в виде вот того же волка или... Да, кольца или есть, они у лисы? нас в То есть магазине прям вот представлены. можно комплект. Ну, вообще комплектами собрать комплект. сейчас как-то и не... Ну, как, не знаю, многие блогеры говорят, модные, да, что как бы это не есть хорошо, когда повторяется вообще все и носится это комплектом. То есть Ну, это, мне серьги кажется, должны быть одни, кольца должны быть другие по форме. Но это очень здорово и красиво, и классно, и круто.
Большое огромное спасибо, Евгения, что вы Да, нам рассказали о своем маленьком бренде, о своих коллекциях. Это очень интересно, здорово. Мы желаем вам успехов. Спасибо большое. Пусть у вас будет как можно больше почитателей. Огромное спасибо. Да, вам спасибо за приглашение. Да, спасибо.